Недавно в законодательство Абхазии были внесены поправки, которые напрямую касаются диалога между властью и обществом. Компетенция Общественной палаты республики была расширена, теперь она официально наделена полномочиями по организации и проведению общественного диалога. Что это значит на практике? Станет ли голос гражданских активистов и экспертов более весомым? Об этом мы поговорим с членом Общественной палаты Абхазии Даутом Агарба. Здравствуйте, Даут. Здравствуйте, Белла. Итак, недавно президент наш Бадра Гунба подписал поправки, расширяющие компетенции Общественной палаты. Если кратко, то в чем самое главное новшество? Прежде чем перейти к новшествам, необходимо отметить, что инициатором данных поправок была Общественная палата Республики Абхазия с учетом той практики, с которой она сталкивается в процессе работы. Основная суть заключается, если говорить конкретно о диалоге, там еще есть ряд статей, которые подверглись изменению, это и порядок формирования, но конкретно если говорить о вопросе диалога между обществом и властью, то впервые в законе прописан сам вообще порядок. Подробнее расскажите. Сам порядок, то есть осуществление общественного диалога между обществом и представителями государственной власти и местного самоуправления. Нужно отметить, что и сейчас Общественная палата, в принципе, проводит такого рода мероприятия, диалоги имеют место быть, но прямо в законе это прописано не было. Тут уже отрегулировано на законодательном уровне и указан порядок, именно как осуществляется этот процесс. По решению Совета Общественной палаты назначается дата, то есть за 30 дней до обозначенной даты публикуется в СМИ информация о том, что Общественная палата намерена провести такого рода диалог. И, в свою очередь, в течение этого времени общественные организации, различные фонды подают заявки с теми вопросами, которые они считают актуальными для общества, для граждан. А в свою очередь, потом уже Совет палаты направляет данные заявки в профильные комиссии при Общественной палате. И профильная комиссия выбирает те вопросы, которые, на их взгляд, считаются актуальными, более актуальными и составлены компетентно. И к дате уже проведения соответствующего диалога подготавливается, соответствующие мероприятия проводятся. И такого рода диалог должен состояться и призван улучшить взаимодействие между обществом и государственной властью, доносить до органов государственной власти и местного самоуправления те проблемы, те вопросы, которые волнуют общество. Это каким-то образом в этом законодательстве говорится о сроках, например, о периодичности, скажем, таких диалогов? Изначально рассматривалось то, чтобы указать периодичность, но потом не стали делать, исходя из того, чтобы это происходило именно по мере необходимости. То есть слишком частые диалоги тоже они могут к забалтыванию привести и к тому, чтобы вообще эффект потерять, смысл этого мероприятия. Поэтому, как правило, это происходит раз в полгода, может быть, раз в квартал. Если говорить о нынешней ситуации, сейчас больше инициатива иногда исходит от самих граждан, то есть они обращаются напрямую в Общественную палату. А тут уже при данном порядке Общественная палата публикует информацию о том, что она готова провести общественный диалог. Если у вас есть вопросы, мы готовы их принять и выслушать, и проработать данные вопросы. Это, на мой взгляд, во-первых, качественно улучшает взаимодействие между обществом и государственной властью и местными органами самоуправления. С другой стороны, у власти есть реальная картина, наглядная, что волнует наше общество. Вы упомянули о том, что еще ряд каких-то законодательных поправок касательно Общественной палаты деятельности были приняты. Расскажите об этом. Очень важные поправки, касающиеся порядка формирования Общественной палаты. В новом законе предусматривается на законодательном уровне запрет политических партий участвовать в направлении своих представителей кандидатами в Общественную палату. То есть, таким образом, мы исключили вообще политические партии из этого процесса. Исключительно имеют право только некоммерческие объединения, общественные организации подавать заявки на то, чтобы уже попасть в состав Общественной палаты. Еще один важный момент, который, на наш взгляд, является тоже таким вопросом прямой демократии, это по новому закону представители, которые от органов местного самоуправления на местах уже избираются местными депутатами. Сегодня они представляют список
в общественную палату, и президентский список сформирован, 13 человек, они на условиях конкурсного отбора выбирают из 2, из 3 представителей районов самостоятельно. А тут мы уже предоставили такую возможность непосредственно местным органам самоуправления направлять того, которого они считают более нужным, за кого они проголосовали большинством. Ну, это важная поправка. Да, это важная поправка, то есть усиливая, так скажем, общественный контроль, вообще суть общественного процесса. Угу. Ну, если говорить о вот той компетенции, когда необходимо проводить, прям законодательно закрепили, да, за общественной палатой вот эту вот, скажем так, вот эти мероприятия, вот эту инициативу, то если, допустим, раньше палата тоже занималась вот диалогом с властью, скажем так, что теперь изменилось? Это просто формальность или дает какие-то вот реальные рычаги? Это упорядочивает сам процесс, то есть делать его прозрачным, публичным. Те, кто, например, те организации, общественные представители общества, которые понимают, они уже знают о том, что общественная палата в какой-то период времени обратится к обществу с тем, что она проведет через 30 дней общественный диалог. И, соответственно, уже каждая организация со своей стороны будет подготавливаться к этому процессу. Сегодня это носит такой, единично самостоятельный характер, так скажем. Либо, если какие-то острые вопросы приходят к нам и пытаются разрешить его между обществом и властью, либо когда общественная палата сама какие-то инициативы проявляет, там, в плане каких-то законопроектов, обсуждения общественной экспертизы и так далее. Кстати, тоже немаловажный вопрос, именно общественный контроль. Вот, к сожалению, пока еще у нас не принят закон об основах общественного контроля. Вот если хотя у нас в законе об общественной палате прописано то, что общественная палата осуществляет общественную экспертизу законопроектов. То есть, прежде чем законопроект пройдет первое чтение в парламенте, по закону он должен быть обкатан, так скажем, условно, да, в общественной палате, и насколько он полезен, как реагирует на него общество, если он касается, допустим, разных сфер жизнедеятельности. Вот. Но это отдельная статья. То есть, это совместно с парламентом работа? Да, это совместная статья, совместная работа, и она носит такой рекомендательный характер, но при этом, как правило, законодатели либо органы исполнительной власти должны прислушаться к мнению. Не должны, а могут прислушаться, а могут не прислушаться. Но, как правило, они должны рассмотреть заключение, которое представляет общественная палата. То есть обязательно к рассмотрению. А сейчас такого не происходит? Сейчас есть прописано в законе, что мы можем направлять свое заключение, это прямо прописано. Но дело в том, что вот понятие общественной экспертизы законом не отрегулировано. Это есть в нашем законе, но нет закона конкретно об общественном контроле, в котором одной из статей является вот именно общественная экспертиза. То есть не хватает каких-то элементов. Я думаю, что, наверное, в течение какого-то ближайшего времени возможность принять такой закон будет. Скажите, а вот эти поправки, которые уже приняты, они будут действовать уже в этом созыве? В работе этого созыва? В работе этого созыва, за исключением порядка формирования. То есть формирование сейчас проходит пока по-старому. Вот. Это тоже связано с тем, что мы данный проект закона представляли еще несколько лет назад, и мы предполагали, что на тот созыв он не распространяется. Но так получилось, что он на границе, закон был принят уже формирование, поэтому старый порядок сохраняется. Может быть, в течение сейчас короткого времени депутаты изменят, и уже формирование тоже пойдет по-новому. Посмотрим, как получится. Ну, если говорить о диалоге с властью, да, то вот в соответствии с новыми нормами это будет выглядеть как обычно у вас, или все-таки теперь по-другому, или ничего не поменяется? Это будет... допустим, по острой проблеме, например, проблема экологии там, или незаконной застройки. Вот как проходит инициатива? Опишите ее так пошагово. Сейчас проходит она таким образом, что группа граждан или какая-либо общественная организация направляет письмо, в котором излагает суть проблемы, которую они хотят обсудить на площадке общественной палаты. Соответственно, общественная палата, профильная комиссия создает рабочую группу, которая состоит из членов общественной палаты. Туда могут привлекаться и другие граждане наши, эксперты, там, допустим, в той или иной области. И данная рабочая группа готовит заключение по данному вопросу. Проводит слушания, приглашает представителей органов власти и через какое-то время там в рабочем порядке подготавливает заключение общественной палаты.
вот, которая основывается на экспертизе. Ну, понятия общественной экспертизы нет, опять мы будем опускать эту фразу. Поэтому как бы на основании той работы, которую она проводит. И данное заключение фактически направляется в органы исполнительной власти. Это мнение Общественной палаты, исходя из того, из проведенной работы. В случае, вот, допустим, по новшеству, если говорить, принцип останется тот же самый, скорее всего, но статус изменится. Это уже будет такое публичное мероприятие, которое изначально будет анонсировано в средствах массовой информации, и, соответственно, внимание к нему будет больше, чем то, как у нас сейчас проходит. Вот, иногда наши даже рабочие группы, как заседает Общественная палата, ну, многие не знают, хотя в прессе публикуется это все. Тут более масштабно. Кстати, по нынешнему закону Общественная палата вправе проводить гражданский форум. Кстати, мы готовимся к такому форуму, и в ближайшее время будем его проводить. 12 марта у нас намечено это мероприятие. Это своего рода тоже диалог, но более масштабный, более большой. Расскажите об этом мероприятии подробнее. Да, это мероприятие, кстати, впервые проводится за всю деятельность Общественной палаты. То есть в 2006 году была сформирована, вернее, закон вышел о формировании Общественной палаты. И вот такая норма там была прописана, но по тем или иным причинам форум не проводили. Мы уже вот в преддверии, так скажем, уже окончания нашего созыва, мы решили провести такой форум, он актуален. В общем, основные принципы я вам вкратце попытаюсь изложить. Так, как звучит сама норма, напомните? Общественная палата вправе проводить гражданский форум, вот, на котором выносятся вопросы, значимые вопросы в жизнедеятельности государства, так скажем. Вот. Мы выделили 3 основных вопроса. Это вопросы демографии, семейных, развития семьи, ценностей. Вот. Второй вопрос – это социально-экономический вопрос в контексте развития наших территорий, то есть наши села, районы, как они живут, каким образом им помочь, с учетом мнения тех людей, которые там на местах живут. И третий вопрос – это политическая реформа, политической системы. То есть та самая конституционная реформа, о которой уже много лет мы говорим, но, к сожалению, пока продвинуться не смогли. Вот эти 3 вопроса предварять будут форум основной, 3 круглых стола вот по данным вопросам. То есть у нас в феврале пройдут 3 круглых стола. Вот, даты будут уже появятся в СМИ в ближайшее время. И 12 марта мы в Большом зале Кабинета министров планируем провести большое мероприятие с приглашением всех представителей органов местного самоуправления, активы городов и районов, общественные организации, политические партии и, соответственно, представители органов власти. И по результатам вот эти 3 круглых стола сформируют определенную проект резолюции, на которой будет прописаны конкретные шаги, что нужно сделать и какие механизмы для его реализации. И данная резолюция будет принята на гражданском форуме как дорожная карта. Мы рассчитываем на то, что представители органов власти конкретно поддержат и скажут о том, что данное мероприятие начнут реализовываться в пределах каких-то сроков. И возможно, что там будет создана такая комиссия, которая будет из числа представителей общественности, которая будет, как говорится, следить за реализацией, отслеживать решение вот этой резолюции. Угу. Ну, в общем, такое мы взялись за серьезное мероприятие. Этот документ в основном для руководителей, я так понимаю, для органов власти. Да, это для органов власти, это как бы те вопросы, которые волнуют, например, на местах людей, общественников, политические вопросы, которые стоят. Я имею в виду, прежде всего, это реформа, и реформа самой избирательной системы, о которой мы тоже говорим, переход на смешанную систему выборов и так далее. Вот то, что мы с вами, кстати, как-то здесь обсуждали тоже, по-моему, в мае месяце, да. Да, вот такие гражданские форумы раньше проводила Общественная палата? Общественная палата проводит впервые, вот, пользуясь данной нормой. Вот, это, кстати, тоже, это не новое, это вот как раз статья 20 в старом виде, там только было прописано, что проведение гражданских форумов. Сейчас мы ее расширили и добавили туда уже проведение общественных диалогов. Это мини-форумы, так скажем. Общественный диалог – это маленькие форумы по каким-то точечным, по отдельным вопросам. А форум, он уже более глобальное мероприятие, на котором мы обсудим фактически все вопросы. Ну, вот эти 3 больших вопроса. Почему раньше?
Трудно сказать. Такие идеи возникали. Вот мы как спрашивали тоже у коллег, которые были в предыдущих созывах. Идеи возникали, но по тем или иным причинам они не проводились. Мы, например, хотели провести его еще в прошлом году, после известных ноябрьских событий. Но потом были президентские выборы, и вопрос так подвинулся, скажем так, немного. Но, тем не менее, мы от своей идеи не отказались. Кстати, глава государства поддержал эту идею. Вот, мы озвучивали, что мы хотим провести, и оказывает полное содействие в его проведении. То есть тут заинтересованы все. Это вопрос объединения, вопрос, так скажем, государственной важности для того, чтобы показать и внутри укрепиться в плане вот и суверенитета, и вообще, в принципе, авторитет поднять нашего государства в глазах соседей, друзей и так далее. А кто будет определять повестку вот этих общественных диалогов? Мы уже, которые прописаны в новом, скажем так, смотрите, новая статья такая, да, новая норма. После опубликования информации о проведении, как я сказал выше, заявки будут приниматься. И, естественно, те заявки, которые не соответствуют там каким-то параметрам, либо не актуальны, они будут отсеиваться. То есть эта рабочая группа будет заниматься, Совет Общественной палаты направить в профильные комиссии, а потом уже профильные комиссии создадут рабочую группу. А сами вот органы власти могут быть инициаторами проведения какого-то общественного диалога, чтобы понять, допустим, общественное мнение по какому-то вопросу? Это уже не будет называться общественным, я имею в виду, тут инициатива принадлежит исключительно обществу. Конечно, органы власти могут обратиться напрямую для того, чтобы провести обсуждение того или иного вопроса. Но он будет называться иначе. Это будет просто встреча для того, чтобы обсудить. Конечно, они такое право имеют, никто их не лишает. Ну, если, допустим, рекомендации, там, проработанные по итогам вот этих общественных диалогов, будут игнорироваться, допустим, людьми, которые компетентны что-то решать, то как вы поступаете в этом случае? Есть ли какие-то рычаги для более настойчивого продвижения, скажем, вот принятых решений? Самое первое, вот то, о чем я говорил выше, нужно принять закон об общественном контроле. Если этот закон будет принят, соответственно, Общественная палата в рамках уже закона может контролировать исполнение тех или иных вот там. Но опять же мы говорим о том, что наши заключения носят рекомендательный характер. Если власть по какой-то причине отвергнет это, и у него будет какое-то обоснование, мы на это повлиять никак не можем. Единственное, если это делается, почему мы говорим, что оно носит публичный характер? То, что носит публичный характер, и то, что общество скажет, что нам это нужно, большие сомнения, что власть может отвергнуть. Это не в ее интересах, потому что это будет обсуждаться, будет проводиться определенная работа, это не будет какое-то субъективное мнение. А как вот новые полномочия, все равно они как бы вот уже прописаны на законодательном, скажем так, уровне, подписаны президентом. Как новые полномочия могут усилить именно гражданское общество Абхазии? Можем ли мы ожидать, что какие-то вот организации, да, некоммерческие, да и вообще организации, разные структуры, скажем так, инициативные группы станут там активнее и чаще обращаться в общественную палату? Это зависит как раз от этих организаций. Вот такая возможность им дается. Я думаю, что этой возможностью воспользуются многие. То есть это усиливает как бы вот это этот момент? Это усиливает, да. То есть понимание возникает, что можно на этой площадке ставить вопросы, которые волнуют общество. Действительно, диалоги всегда у вас проходили, так, скажем так, на пике общественного интереса, всегда выбирались актуальные темы и так далее. А вот нет ли другой стороны, скажем, вот того, что сейчас это законодательно закреплено, не опасаетесь ли некой формализации, скажем так, и наоборот, как забюрократизировать весь этот процесс? Слава богу, Общественная палата не забюрократизированная такая организация. Вот, и мы обсуждаем все вопросы, которые волнуют общество, не стесняясь. Поэтому я думаю, что нет, формальный характер она не будет иметь по той простой причине, что будут ставиться вопросы, которые реально интересны, на самом деле, которые подлежат обсуждению и которые вызывают интерес общества. Вот, а какие-то там... Это бывает, когда по своей инициативе все это проходит живо, действительно интересно, а когда это уже как бы закреплено, и ты обязан, то бывает, что и какой-то другой подход. Совершенно верно, да. Тем более мы даем эту мяч на стороне общественных организаций, они
могут обращаться, а мы со своей стороны готовы провести работу. Угу. А есть ли уже какие-то, вот, ну, допустим, если не говорить о гражданском форуме, какие-то другие наметки, скажем, да, темы для вот такого общественного разговора между властью и обществом? Ну, сейчас мы целиком и полностью готовимся к форуму, поэтому мы сконцентрированы на нем. А так они всегда появляются в процессе нашей работы. И даже очень часто была инициатива со стороны парламента. Они присылали нам, кстати, проекты законов, которые подлежали рассмотрению для того, чтобы мы дали свою оценку. И исполнительная власть с письмами обращалась. То есть двухстороннее, так скажем, движение и общественные организации. Вот там немало к нам обращались по разным вопросам, таким и по экологическим вопросам, и по градостроительным вопросам, и по вопросам того самого нашумевшего закона об апартаментах. Вот мы его обсуждали. То есть разные вопросы. Мы всегда старались быть объективными, учитывать интересы общества прежде всего. Вот. Насколько нам это удается, это уже оценка, как говорится, самого общества. Вы как бы могли оценить вообще роль Общественной палаты для, скажем так, общественно-политической жизни страны, скажем так, в стабильности некой, в общественном диалоге? Вот как вы это оцениваете? Достаточно ли наша Общественная палата, ну, как бы соответствует вот тем принципам, при которых она создавалась? Ну, я должен сказать о том, что вот когда именно острые политические кризисы были, всегда на площадке Общественной палаты вот, приходили к определенному взаимопониманию. И даже прошедший кризис, вот именно в стенах Общественной палаты проходили дискуссии, хотя публично это, может быть, не так сильно освещалось, но именно там начиналось все, и рабочие группы создавались для того, чтобы уже отрегулировать этот вопрос. И это было не впервые, и в предыдущие тоже события именно Общественная палата выступала таким медиатором для того, чтобы урегулировать вот такие вот острые политические кризисы. Насколько тоже это удавалось, мы видели, история, ну, это все уже в истории. Что касается, насколько она эффективна и могло быть лучше или там более эффективная работа, конечно, есть куда идти, есть к чему стремиться. Очень много зависит от того, как органы власти именно воспринимают и принимают те заключения, которые мы делаем. Бывает так, что, к сожалению, они остаются без внимания вообще, наши заключения. Такое тоже бывает. Вот. И общество иногда тоже высказывает какое-то недовольство, считает, что мы не до конца работаем. На самом деле это такое движение, еще раз говорю, двухстороннее, когда нужно активность проявлять и со стороны общества, и со стороны Общественной палаты, соответственно, с органов власти также. Ну, вообще, конечно, действительно принимаются сейчас какие-то вот законы, да, поправки к закону о деятельности Общественной палаты. Как вы считаете, насколько Общественная палата обладает реально вот какими-то полномочиями, может быть, какими-то силами для того, чтобы на что-то повлиять? Это конкретными полномочиями не обладает палата. Единственное, полномочия только заключается в том, чтобы именно проводить определенную работу, вот, значимую работу, на наш взгляд. Что касается того, насколько она влияет, то это все, опять же, зависит от тех, кому направляются наши результаты работы, наши заключения, и то, как власть взаимодействует с общественной палатой. Это очень важный момент. Например, если брать Российскую Федерацию, уровень взаимоотношений между государственной властью и общественной палатой очень на высоком уровне находится. Там Общественная палата практически участвует во всех процессах, связанных с общественностью, с общественной жизнью. Принимает участие во всех советах при президенте, то есть все советы, которые сформированы при президенте по гражданскому обществу, участники их являются членами Общественной палаты. Угу. Кстати, как раз захотела сказать, вот в мировой опыт какой в других странах, как происходит вот это общественный диалог, вот этот так называемый, да, между Общественной палатой и там гражданами, организациями и государством? Ну, вот в некоторых странах, например, России, сформирован Совет по правам человека, то есть это постоянно действующий орган. То есть, по сути, этот орган занимается постоянным контактом с обществом через представителей. Представители являются членами Общественной палаты. Таким образом, они проводят работу и мониторят ситуацию, которая беспокоит, волнует общество, выносят его на обсуждение. У нас такого совета пока нет, поэтому мы вот прописали такой механизм, как общественный диалог. Угу.
Скажите, вот есть скептики, которые считают, что там диалог с властью, это просто, разговоры и конкретные решения принимаются просто в кабинетах. Что бы вы им сказали? Я бы сказал так, после того, как мы уже прописали новые, так скажем, полномочия, даже не полномочия, а право, проводить форум. Следующим будет все-таки, я повторяюсь, но я хочу подчеркнуть, что закон об основах общественного контроля, это будет следующий закон, который как раз-таки контролирует работу органов власти на законном уровне уже прописано. Там прописано, как это делается, какие механизмы для контроля. Но мы должны идти по этому. Конечно, скепсис какой-то может быть у общества, но это первый шаг. Второй шаг именно осуществление контроля, и, соответственно, общественная палата там выступает вообще главным органом этого контроля. Угу. А каков ваш самый главный ожидаемый результат от этих изменений в законодательстве? Развитие данного процесса. Самый главный результат. Развитие, именно улучшение его качества, повышение его на другой уровень и придание ему такого масштабности и публичности. Спасибо большое за интервью. Я напомню, что мы говорили о роли и компетенциях Общественной палаты с членом Общественной палаты Абхазии Даутом Агарба.